1920 году на Осетию обрушился страшный геноцид, развязанный грузинскими палачами против мирного населения Южной Осетии. Эта трагедия коснулась каждой осетинской семьи. Не обошла она стороной и род Габараевых, который, как и многие другие, пережил страшные испытания. Мой прапрадед Петр Габараев был главой большого семейства в селе Залда Цхинвальского района. Его дом был полон детских голосов. 14 детей наполняли родовое гнездо радостью и жизнью. Семья жила спокойной и размеренной жизнью, свойственной для осетинского уклада тех времен, когда еще казалось, что ничто не может нарушить этот покой. Но мирное течение жизни было жестоко прервано. Весть о чудовищных зверствах грузинских вооруженных отрядов распространилась по всей Осетии, сея холодный ужас, скорбь и ненависть. Петру Габараеву, как ответственному главе семьи, пришлось принять тяжелейшее решение – оставить свое родовое село, где жили его предки, и отправиться в Северную Осетию, спасая свою большую семью от душегубов в тифлисских мундирах. Бегство в Северную Осетию было единственным способом избежать неминуемой гибели. То, через какие невыносимые трудности пришлось пройти семье Габараевых во время этого вынужденного исхода, для нашей семьи навсегда останется глубокой раной. Это дневник моего предка, где описываются события начала XX века. Дневник сына Петра доносит до нас страшную правду. Вся большая семья погибла от тифа, болезни, которая окосила беженцев на дорогах войны и лишений. Из 14 детей и их матери в живых остался лишь один ребенок – Василий, мой прадедушка. Оставшись один с сыном среди руин своей прежней жизни, Петр Габараев дожил до освобождения от грузинских карателей и провозглашения советской власти в Южной Осетии. Как и многие другие осетины, спасшиеся от безжалостного ада геноцида, он решил вернуться на свою родину, в родную деревню, где покоились кости его предков. Несмотря на перенесенные страдания, жизнь продолжалась. Петр снова обрел семейное счастье. Судьба даровала ему еще 7 детей, и родовое древо Габараевых вновь обрело свои ветви. Эта история – один из множества трагических эпизодов в судьбе осетинского народа. Это не просто семейная хроника и память, которую мы обязаны хранить, но и свидетельство несгибаемой воли осетинского народа из летописи борьбы, где каждая страница – отражение непокоренного духа, где даже в самые темные времена осетины находили силы подняться и отстоять свою землю, честь и право на жизнь.